Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире передача «Якутск сегодня». Напомню, что она выходит одновременно на телеканале НВК Саха и на радио Тетим Саха Раджета. За режиссерским пультом сегодня Мария Новгородова и Михаил Эверстов. У микрофона ведущая передачи Любовь Сарватская. Буквально вчера, 24 марта, состоялась презентация курса лекций для жителей Республики Саха-Якутия «Донбасс. История борьбы за воссоединение с Россией». И сегодня у нас в студии авторы данного издания: Юрий Борисович Николаев, директор Центра этнополитической реабилитации Донецкого государственного университета, Мирослав Владимирович Руденко, научный сотрудник этого центра, и Сергей Михайлович Сергеев, советник главы городского округа город Якутск. Добрый вечер. Юрий Борисович, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваш центр, какие цели и задачи перед ним стоят, и как простому обывателю понять фразу «этнополитическая реабилитация». Добрый день. Наш центр был создан в 2023 году. Название наше было сформировано из следующих рассуждений. В 2001 году на Украине происходила перепись, и по результатам которой среди населения Украины 17,3% составили русские. В 2006-2007 годах в странах, которые произошли из бывших советских республик, американский Институт статистики Гэллопа проводил языковое исследование. Они исследовали, насколько развиваются национальные языки и как трансформируется роль русского языка в этих государствах. И вот на Украине интересно, 83% опрашиваемых пожелало, чтобы с ними опрос вели на русском языке. То есть из этого следует, что на Украине не 17% русских, а как-то больше, стремится к 83%. Гадать на кофейной гуще мы не будем. Человек определяет свое этническое происхождение, национальность на основании своего внутреннего убеждения. И вот мы считаем, что нужно создать такие условия, чтобы именно так и было. Вот в этом смысл. Мы являемся научно-образовательным центром, мы занимаемся этнополитологическими исследованиями, проводим круглые столы, семинары с заинтересованными сторонами. Мы уже 3 раза провели конференцию «Денацификация Украины», в процессе которых мы рассматривали направление решения этих проблем. Так. По форме мы являемся научно-образовательным центром. То есть то, что мы производим, мы, в общем-то, должны внедрять в университетскую науку. Мы являемся авторами этой книги. В связи с презентацией, которой мы находимся в Якутске. Помимо этого, мы занимаемся изучением политической истории Украины. У нас также создана монография, она уже на выходе, «Очерки политической истории Украины». В общем-то, там очень много такой информации, которая неизвестна не только в Якутии, но и вообще по России. Потому что в свое время, когда распадался Союз, дела Украины для России были и не внешними, и не внутренними, Подвисло как-то просто, в воздухе. где-то по ту сторону. И мы сейчас все это исследуем, систематизируем, и внедряем в российскую науку.
Мгм. Мирослав Владимирович, теперь к вам. Расскажите немного вот именно об этом издании. Вот он называется «Курс лекций». То есть оно является, наверное, учебным пособием, да? И вот вчера состоялась презентация, и перед какой аудиторией была презентована данная книга? Действительно, все верно. Это учебное издание, курс лекций для жителей Саха-Якутия. И наша аудитория, в первую очередь, это педагогическое сообщество, то есть это учителя истории, это замы директоров по воспитательной работе, это преподаватели среднеспециальных учреждений, да, и высшей школы. Вот, и, собственно говоря, и по всем этим категориям у нас прошли встречи, было такое продуктивное общение, много вопросов задавали. Некоторые были достаточно интересные такие дискуссии вот, и в университете. И, первое, это, вот, конечно, это встреча, это слет учителей, да, вот большая достаточно аудитория, и знаете, открытые люди, да, вот искренне интересовались многими вопросами, глубоко спрашивали, да, и понятно же почему, потому что Республика Саха-Якутия очень активно участвует вот в процессах восстановления Донбасса, оказания гуманитарной помощи, одно из первых российских субъектов включилось в эти процессы, плюс руководство республики, руководство города Якутска тоже регулярно бывает тут в Донецкой Народной Республике, в частности, да, вот, и, соответственно, отсюда это внимание, отсюда этот курс появился. И если говорить о содержательной части, да, то, с одной стороны, мы рассказываем новейшую историю Донбасса, почему это произошло, то есть, грубо говоря, вот причины, истоки нынешних событий, да, специальной военной операции. Останавливаемся на цивилизационном разломе, там, конфликте, который длился вот с начала 90-х годов. Почему? Потому что до этого мы были одной страной, Советский Союз, и там как бы вот границы были достаточно условные, то есть это было одно государство, и таких проблем в значительной степени их не было, да. Вот. Ну, а потом они появились, и поэтому вот как раз, соответственно, и тематика, 91-2004 годы, 2004-2005 годы, вот это тема второй лекции, это уже оранжевая революция, то есть это вот такой первый политический серьезный раскол, где проявились стороны, скажем так, конфликта, который до этого тлел так подспудно. Вот. Потом годы Донбасса, Украина, 2005-2013, то есть это и тотальная нацификация при Ющенко, ну и скрытая украинизация при Януковиче, к сожалению, она никуда не делась. В общем, опять-таки вызревало продолжение, вот следующий этап вот, развития этого конфликта, да, ну и потом, к сожалению, то, что постсоветскую Украину раскололо окончательно, это так называемый Евромайдан 13-14 годов, который завершился государственным переворотом. Этому 4-я лекция посвящена. Ну и тут мы уже переходим, собственно говоря, вот 5-я лекция, это события русской весны в Донбассе и создание Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Процессы были схожие. Вот. Потом 6-я лекция посвящена пути Донбасса в Россию, то есть вот становлению государственности, обретению дальнейшей субъектности, и переходим к 77-й лекции «Специальная военная операция. Воссоединение Донбасса с Россией», то есть 2022 год. И, конечно, вот 8-я тема – это ДНР, Республика Саха-Якутия, боевое и трудовое братство. И вот как восприняли вот наша вот якутская аудитория в городе Якутске, те, которые вчера были на презентации, и сегодня вы были, да, со студентами, с профессорами общались в Северо-Восточном федеральном университете, насколько важна и нужна, ну вот, данная информация, которая содержится в курсе лекций? Ну, я, конечно, субъективно, понимаете, то есть я вот участник встреч непосредственно, ну, по моему мнению, мне кажется, достаточно комплементарно, с интересом, как говорится, с открытой душой, то есть вопросы были профессиональные, задавались вот по событию, там, по развитию, вот, например, там, ну, и людей интересовало, ну, скажем так, и то, что и за рамками этого курса, то есть, ну, ощущения, эмоции, там, самое важное, там, что вот спустя там эти годы, что запомнилось, да, то есть очень много, и мне кажется, что
вот этот аспект актуальности, то есть то, что это есть новейшая история, то есть вот тут, как сейчас вершится история России, вот есть у педагогического сообщества Республики Саха-Якутия понимание важности этого момента, и этот материал, я уверен, что он будет активно использоваться в рамках занятий по средней школе. Разговор о важном, история, высшая школа — это и основа российской государственности, новейшая история России. Тем более мы знаем, что сейчас государство уделяет очень большое внимание этим процессам, и предметы, вот, собственно, основа российской государственности — это новый предмет, который несколько лет назад введен, да, история России расширена с полугода до года преподавания, то есть, потому что это те предметы, которые формируют мировоззрение, которые имеют важную воспитательную составляющую и, скажем так, идейную, и формируют общее поле смыслов для всех нас, жителей, граждан Российской Федерации. Сергей Михайлович, а вообще как возникла идея создания курса лекций «Донбасс. Борьба за воссоединение с Россией»? И почему он ориентирован именно вот только на жителей республики? История берется свое начало с подписания договора, соглашения между Донецким университетом и администрацией города Якутска. В июне прошлого года, 25-го года, чуть более полгода назад, к нам приезжал Юрий Борисович. Мы проводили встречу с учителями истории города Якутска. Мы встречались в Доме профсоюзов на Курашова. Юрий Борисович тогда читал лекцию «Исторические и этнополитические причины конфликта на Донбассе». Возникла дискуссия, было очень много вопросов, и основной вопрос от историков прозвучал следующим образом. В чем причина конфликта? Нету понимания причинно-следственных связей исторического процесса и что происходит на сегодняшний день на Донбассе. И люди просто попросили: дайте нам достоверную материал, информацию, по которому мы могли бы разобраться в данном вопросе. Интересуют конкретные исторические факты, причинно-следственные связи, требуется объяснение исторического материала. Тогда мы взяли на себя обязательство подготовить некий документ, пообещали людям, что этот документ родится. И вот в течение полугода мы в тесном общении, у нас авторский коллектив получилось 5 человек, много людей дополнительно еще работали. Это вылилось вот в такой курс лекций. По большому счету материал был готов в начале декабря, в конце ноября, в начале декабря мы отдельно в городе Якутске собирались метод объединением историков. Коллеги читали, обсуждали, мы дискутировали, дали свои пожелания, мы их доработали. И вот удалось издать эту книгу. И сегодня мы ее презентуем, собственно, тем историкам, которые дали на это дело запрос. Дальше возникает много пожеланий, они качественно другого уровня. Люди просят дальнейшее общение, осмысление написанного в книге. Есть запрос на проведение видеовстреч и уточнение материала с авторами-составителями, непосредственно Центром этнополитической реабилитации. Говорится о необходимости дидактического материала, говорится о необходимости презентационного материала, говорится о необходимости графиков, схем, какого-то мультимедийного материала, который будет транслироваться уже непосредственно. Да, непосредственно будем помощником для педагога, который работает у доски в детской либо юношеской аудитории. На самом-то деле проделана очень большая работа и связана она именно с изучением новейшей истории. Будет ли со стороны авторов данного издания как-то через Министерство просвещения, ведь это же касается же не только Республики Саха-Якутия и Донбасса, да, то есть это же практически готовый учебный материал, который может войти в учебники для школьного изучения именно новейшей истории. Я надеюсь, что мы со своей стороны точно доведем экземпляры книг до всех школ города. Якутска, и постараемся Республики Саха необходимый объем
тиража передадим Министерству образования. Мы сегодня были в СФУ на моем родном факультете историческом. По их запросам мы тоже необходимый тираж передадим. Сегодня мы общались с преподавателями, историками среднеспециальных учебных заведений. Они тоже запрашивают тираж. Мы его передадим. Ну вот, если это получит, значит, продолжение в других субъектах Российской Федерации, это только хорошо. Но это не должна быть инициация с вашей стороны, например. Это не как научная работа, это же практически научная работа. Просто у нас вот у центра, есть свой круг общения, да, мы общаемся с исследователями из разных регионов, да. И вот у нас был недавно руководитель юго-западного ФАДНа из Ростова, да. Вот он проявил интерес вот в распространении этой книги вот у них в Ростовской области. Также вот мы с Башкирией общаемся, им тоже интересно. Но это пока начальный этап, это самый пилотный проект, надо отшлифовать, чтобы вот все было хорошо. И тогда... А распространение курса лекций вот в Донецкой Народной Республике, в Луганской, в Запорожье, оно предполагается? Потому что это, непосредственно касаемых территорий. Нет, конечно, безусловно. Наша задача выдать продукт, а дальше уже университет должен, с университетом переговорили, тираж, несколько экземпляров мы, безусловно, их направим, но основной тираж, то, что издан сегодня, разойдется по школам и учебным заведениям, и, конечно, мы постараемся довести все до библиотек. Свободной продажи этого не будет. Когда мы разговаривали в одной из аудиторий, встреч прошло несколько, значит, из зала попросили выложить в свободный доступ электронную версию данного издания, для того, чтобы пытливый читатель мог скачать и прочитать, да? Эту возможность мы сделаем, и там на сайте либо администрации города, либо где-то еще управление образования, безусловно, мы это выложим, это должны люди читать. Но сейчас еще очень популярно среди пользователей, век технологий живем, вот Литрес, вот аудиокниги, такого вот не предполагается? Такой вопрос вот только что прозвучал, мы об этом не говорили. Не задумывались? Это уже некий маркетинг, понимаете. Вот. Мы больше здесь исследователи, поэтому... Да, мы создаем продукт, а вот распространением это уже... На самом-то деле, я думаю, что сейчас вот очень много всякой информации, да, там и новые учебники истории, там какой-то России без каких-то исторических фактов, даже которые пытаются стереть, например, да, для подрастающего поколения, например. Я так думаю, что было бы интересно и нужно для того, чтобы именно новейшая история России без искажений, без упущения каких-то важных аспектов, она все-таки была в каком-то большом общем доступе. Я, скорее всего, понимаю, что вы говорите, но не представляю, чтобы этот курс лекций можно было слушать в наушниках. Это, наверное, все-таки надо читать. Вот я, наверное, нет, я не представляю. И если это надо, то надо делать. Вот вчера, например, экземпляр книги получили учителя истории города Якутска, да? Как скоро они будут давать материалы для школьников, для учащихся? Или все-таки будут ждать какого-то специального методического еще материала, наглядного, мультимедийного, вот как вы сказали? Мы сейчас предметно разговариваем с сообществом историков, методообъединением городских историков города Якутска о создании мультимедийного дидактического материала. Вот что называется, они должны это сделать сами, да? И либо четко сформулировать запрос, в каком виде это должно быть. Это вот основное, и вчера про это много говорили, и до этого, когда мы обсуждали, много раз поднималась эта тема. Это вот следующий шаг, который мы должны сделать. То есть перевести простые схемы. Понятно. За упрощением не потерять главного. Вот
посмотрим, что из этого получится. Вообще проект этот был достаточно смелый, была определенная степень пессимизма в успехе проекта. Ну вот, имеем то, что имеем. Спасибо большое, что нашли время и познакомили наших жителей республики. Я попрошу вас оставаться с нами. В следующем блоке нас ждет следующий гость. Оставайтесь с нами, мы буквально прервемся на несколько минут. В эфире передача «Якутск сегодня». Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задать интересующие вопросы нашему гостю по нашим телефонам 320066 и 321166. А у нас сегодня в студии начальник управления культуры и духовного развития Сардана Семеновна Брызгалова. Здравствуйте, Сардана Семеновна. И в начале нашего блока я бы хотела вас поздравить с профессиональным праздником, с Днем работника культуры в России. Пожалуйста, Спасибо примите большое. наши Спасибо цветы большое. от нашей редакции. Очень приятно. Ну и на прошлой неделе завершился республиканский форум работников культуры в рамках объявленного Года культуры в Республике Саха-Якутия. Расскажите, пожалуйста, немного о какие вопросы обсуждали на площадках форума и какие планы у Управления культуры столицы в этот знаменательный год. Ну, добрый день. Еще раз спасибо за поздравления ваши. Очень приятно. Вообще вот в этом году год культуры у нас в Якутии, поэтому как-то вот особое внимание было уделено этой дате, Дню работника культуры, и Министерством культуры и духовного развития нашего региона было предложено провести первый республиканский культурный форум Якутии на территории города Якутска 19 и 20 марта. Форум был очень интересный, было охвачено практически все направление культуры, начиная от музейного дела, библиотечное дело, ну и завершая клубно-досуговыми учреждениями. Мы, как город Якутск, как Управление культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска отвечали за панельную сессию культурно-досугового учреждения, который прошел 19 марта в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина, где были обсуждены, скажем так, самые такие важные, актуальные на сегодня темы касаемо домов культуры, центров культуры. Участников было очень много. Это была одна из самых таких больших площадок. Около 400 человек приняли участие. Сегодня в республике работают 400, если не ошибаюсь, 27 культурно-досуговых учреждений. Практически все приняли участие. Ну и, конечно, спасибо большое нашим районам, улусам, наслегам, которые обратили на это такое особое внимание. Мы попытались затронуть те темы, которые сейчас очень, темы, которые опробированы хорошо и которые сейчас как-то актуально очень и развивать. Ну и проблемные, конечно же, вопросы обсуждали, потому что, каждый раз, вот с каждым годом, мир меняется, время меняется, конечно же, мы должны идти в ногу со временем, работники культуры, так как настроение населения, как говорится, делает учреждение культуры на местах. Разговаривали о развитиях. Я сама была модератором площадки «Пути развития и модернизации клубно-досуговых учреждений». И на примере города Якутска мы в начале сессии немножко рассказала, как мы чем занимаемся. Рассказала своим коллегам, что не надо сейчас бояться переформатировать учреждения культуры, особенно дома, центры культуры, потому что населению нужно создавать условия, которые сейчас актуальны. Рассказала на примере наших пригородов села Капитоновка, дом культуры, который до этого работал, мы переформатировали под дом ремесел, потому что это было необходимо. То есть если у нас большая территория, и с той стороны в Хатасах у нас уже существует дом ремесела, сейчас не секрет, что мастера культуры и искусства, они очень востребованы. То есть вся креативная экономика
креативная культура вбирает в себя, вот наши мастера вбирают. Поэтому создавать для них условия работы, площадки, чтобы они творили, приходили вот в социальные объекты и учили людей, привлекали детей, работали с общественностью. И творческие вот коллективы, которые к нам ходят, не только занимаются творчеством, то есть пение, да, хореография, но у них и теперь и появляется возможность рукоделия. Тоже очень такое нужное, актуальное направление. Сейчас мы над этим очень хорошо, активно начали работать, сотрудничаем с Центром Семях, с Министерством культуры. Ну и вот, возвращаясь к панельной сессии, с организаторами был Дом народного творчества под учреждением Министерства культуры. Они как практики и как учреждения, которые вот точечно занимаются всем направлением, которые сегодня ведут клубно-досуговые учреждения, свои направления, вот дискуссии и спикеров предоставили. Очень немного интересных, актуальных тем было рассмотрено, обсудили, друг друга услышали, предложения были очень такие, достаточно хорошие предложения внесены. И мы сейчас ждем, чтобы по итогам нашей панельной сессии те рекомендации, которые были предложены, некоторая часть должна войти в концепцию развития культуры республики. Разрабатывается такой документ Министерством культуры. Здорово, что мы не остались в стороне. Была такая хорошая возможность для наших учреждений культуры показать себя, чем мы занимаемся. Вообще у Дома культуры, у Центра культуры, я почему каждый раз говорю Дома культуры, Центра культуры, потому что они сейчас разделяются. Некоторые культурно-досуговые КДУ имеют формат Центра культуры. Это тоже как-то немножко отличает от Дома культуры. То есть и по особенности, и по, опять же, вот креативная экономика, новые технологии, IT направления включают некоторые учреждения культуры. В общем, они меняют свой формат, не в сторону вообще, да, поменяли, стали, забыли, что такое культурный досуг, и переформатировали полностью, такого нет, конечно же. Они дополнительно себе берут вот такие актуальные направления. Мне кажется, это очень хорошо, потому что люди сейчас нуждаются в таких площадках. Очень много детей стали ходить по направлению патриотизма, и мы сейчас именно должны актуальность, конечно, большая, тема патриотизма, ведь это касается любви, прежде всего, любви к родине, любви к ближнему, не только одели форму, пошли в строй, встали, это одно из направлений патриотизма, а читать литературу, это тоже патриотизм, музыка и так далее. Вообще, в целом направлений у нас очень много. То есть получается, что сейчас переформатирование домов культуры, они не только досугом будут заниматься, но и что-то производить, обучаться. Да, то есть, если, грубо, верно. Если так сказать, вы поправьте, если меня занесет не туда, да. То есть, если представить, что Дом культуры работал там один раз в неделю, как развлекательное, да, там с концертами, допустим, то сейчас Дом культуры как центр, он работает ежедневно. Да. Потому что вообще работник культуры, который находится именно в клубно-досуговом учреждении, он универсальный солдат. Он и психолог, и социальный работник, и организатор. Вообще эти центры, они в себе включают такие основные социальные направления. Мы сейчас, в прошлом году, пример приведу, обучили, я до этого тоже говорила в интервью своих, обучили 20 работников культуры из числа работников клубно-досугового учреждения и библиотекарей на гидов. То есть теперь у нас есть профессиональные методисты превратились в гидов. То есть если нам нужно что-то сделать, организовать какую-то экскурсию, они собирают группу, например, хатасы посадили в автобус, 20 человек, привезли в старый город,
и профессионально провели экскурсию. Это тоже часть внебюджетки, получается, и тоже одно из таких интересных направлений. Также обучаем, курсы повышения квалификации по направлению психологии тоже проходят наши работники культуры. Это сейчас не менее актуально и важно. Все-таки на местах учреждения культуры, они, как ядро, как сердце населения, должны быть готовыми к любым вызовам времени, скажем так. И сейчас мы в Тулагино разрабатываем один проект. Сейчас я хочу об этом как-то рассказать. Надеюсь, что у нас все исполнится. Должны создать центр, культурно-туристский центр, историко-культурный центр на базе Дома культуры. У нас сейчас, ввиду того, что, в связи с тем, что у нас появился музей как отдельное юрлицо, мы должны усиливать. Они очень хорошо эту тему взяли себе на разработку и очень как-то бодренько начали заниматься темой сохранения наследия. В Хатасах у нас существует музей, который сам Наслег создал. Сейчас просит от нас поддержку, мы с удовольствием эту тему взяли, с главой разговаривали, с Евгением Пермяковым уже обсудили некоторые конкретные моменты, как мы будем, в какую сторону двигаться. Хотим создать в Хатасах филиал нашего музея, музей лапидарий. Это музей под открытым небом. Такого нету пока на Дальнем Востоке, потому что там, это инициатива от ученых. С прошлого года эта тема уже обсуждается, много раз мы об этом разговаривали, и на днях тоже должны встретиться с ответственными инициаторами для того, чтобы у нас был такой музей. Тема очень интересная, там на местности, где раскопки сделали, каменное сооружение. И в Тулагино. Тулагино-Кильдямский наслег, мы все знаем, что имеет очень богатую историю. Там и в местности 16 объектов Итыккересердер, которые существуют уже. Да, и издревле там то, что исторические предания очень хорошо упакованные имеются. И по части сохранения культурного наследия мы такой проект сейчас уже продвигаем. А в рамках Года культуры, пользуясь ситуацией, например, есть прекраснейший музей города Якутска, есть очень интересные там экспонаты и факты, но помещение оставляет желать лучшего. Расширение музея города Якутска не планируется? Этот вопрос уже несколько лет обсуждается нашим руководством. У нас есть поручение Элдархана, чтобы расширить музей истории города Якутска. Сейчас мы совместно с Министерством культуры разрабатываем тоже предложения, и в будущем планируем на территории старого города, рассматриваем вопрос, имеется один объект, старое здание мужской прогимназии, и над этим проектом должны провести работу, чтобы передать музею города Якутска и провести реставрационные работы. Было бы очень здорово. Поэтому к 400-летию у нас есть такая смелая, скажем так, цель иметь новое здание музея. Было бы здорово. Насколько я знаю, 7 апреля исполняется 85 лет бессменному Алгасчиту, главного праздника города Якутска, народа Саха, Сехту и Мады, Афанасию Семеновичу Федорову. Какие-то юбилейные мероприятия будут проходить? Это одно из наших самых главных событий этого года.
Знаменательно, вот что так совпало в год культуры, 85-летие Афанасия Семеновича Федорова, лауреата госпремии Кулковского, почетного гражданина города Якутска. И вот в рамках как раз-таки Республиканского первого культурного форума Ильдархан вручил звание народного артиста республики Афанасию Семеновичу Федорову. Ну, я думаю, что это да, достойно. Да, мы очень гордимся нашим наставником, бессменным руководителем и инициатором вот всех культурных программ и открытий Алгыса Благословения Сыха Туймады. И готовимся к юбилейным мероприятиям. У него день рождения 7 апреля, и подготовили, буквально вот декаду подготовили мероприятий. Очень разносторонний человек, и с театром у него очень там вклад огромный, да, и до сих пор он работает с постановками, с нашими государственными театрами, и документальный фильм о нем, художественный фильм снимали, должны показать вот с 1 по 7 апреля по НВК должны вот показывать сюжетно-архивные документы, фильмы с участием Афанасия Семеновича Федорова. Ну и основные мероприятия начинаются с 4 апреля у нас в 10 часов в Доме Арчи мы должны провести Всероссийский научно-просветительский форум «Алгыс предков к потомкам. Будущее восхваляя», вот так и называется наш форум, где примут участие ученые, этнографы, известные деятели культуры, искусств. В общем, такой достаточно интересный разговор должен у нас состояться на базе Дома Арчи. Приглашенные есть гости из Казахстана, Бурятии, Алтая, поэтому, думаю, будет очень интересно. А также в тот же день в ДЮСШ номер 1 пройдут состязания среди студентов средних специальных учебных заведений по якутским национальным играм. Эбигуанюлара. Тоже интересная программа, тоже показывает разносторонность нашего юбиляра, как личность, да, и спорт, и духовность. Ну и самое основное у нас пройдет в Сахатеатре 7 апреля, куда мы попытаемся включить все направления, начиная от театра, заканчивая вот традиционной духовной культурой. К сожалению, наша передача вот уже практически подходит к концу. Сардана Семеновна, вот март у нас заканчивается, на улице теплеет, весна прямо уже во всей красе. Провожать зиму будем? Провожать мы уже проводили, встречать весну будем. Да, встреча весны состоится у нас 28 числа в час дня в парке культуры и отдыха города Якутска. Всех приглашаем. Так же, как и в прошлом году, будет очень интересная программа с участием артистов, с участием творческих коллективов. В прошлом году у нас парк открытия сделала вот встреча весны, и в этом году также планируем. Всех приглашаем. Ну и очень коротко, у вас есть возможность обратиться ко всем коллегам. Ну, коллеги, пользуясь моментом, еще раз всех поздравляю с Днем работника культуры, неиссякаемой энергии. Вдохновляйтесь и творите вместе. Вперед! Спасибо большое, что смогли к нам подойти. Уважаемые радиослушатели, телезрители, в эфире была передача «Якутск сегодня». Приглашаем всех в эти выходные на праздничные гуляния в парк культуры и отдыха с 13:00 встречать весну. А с вами была я, Любовь Саровацкая. До следующих встреч в эфире.